Друзья, у меня есть еще одна официальная бумага. Вот мы находимся на территории Советского района. Тут недалеко есть советский РОВД. Вот из этого заведения мне прислали документ, протокол об административном нарушении, потому что я совершил ужасное для этой власти. 8 мая я взял цветы и пришел на воинское кладбище со своими друзьями. И я положил эти цветы в братской могиле советских солдат, которые пали при освобождении Минска. Я совершаю это преступление каждый год, получается, с 92-го года. 8 мая в Европе закончилась война. Ну, Советский Союз немножко там дату немного поменял. 8 мая, когда еще нету лязга этой техники, этих парадов, мы по нашему обычаю, древнему славянскому, белорусскому, христианскому обычаю, приходим до могил. Склонить голову в память тех, кто спас от нас, чтобы нас не сделали нацией рабов, неполноценной арийская нация господ. Сколько людей погибло, и мы идем с цветами. И вот сейчас, в этом году, по команде этого человека, сторонника Гитлера, меня делают преступником за этого. Тут они наверняка есть из этого советского РОВД, там где-то там по углам прячутся. Вы что, полицаи уже, что ли? Хуже полицаев. Хуже полицаев. Лукашенко публично заявлял, что для него во многих вопросах является примером Гитлер. Потом опровергал эти слова, но есть аудиозапись. Есть видеозапись. Этот человек сторонник Гитлера, но тем не менее ему нужен парад. И затащить, и заразить туда как много больше людей. Я обращаюсь к людям этим в погонах. Я не знаю, я уже, наверное, там не называю их офицерами, потому что убедился, как легко лгут. Но вы же тоже дети этой земли. Ваши деды, прадеды были убиты и тоже лежат под такими памятниками. Что же вы творите? Кто вы после этого? Бандиты. Да хуже бандитов. За то, что, может быть, ваш кого-то там дед лежит там, и мы положили цветы, вы делаете преступниками. Хуже бандитов, только халуи бандитов. Не будьте халуями. Друзья, наша беда из-за того, что мы когда-то ошиблись в выборе на единственных честных президентских выборах и доверили свою власть человеку, помешанному на этой власти, который плюнул на все, на честь, на присягу, на закон, на народ, самое главное, который вознес его с должности председателя не слишком успешного совхоза на высшую должность в стране. И посмотрите, что он сделал с нами. Посмотрите, сколько страха вокруг. Что творится с нами? Сотни тысяч уезжают за жалкой копейкой на заработки. Мужчины на стройке, черная тяжелая работа. Женщины в Европу старикам памперсы менять. Мы способны на так много. Мы, которые, когда он пришел ко власти, по уровню развития экономики, были выше всех соседей. Помните, поляки приезжали к нам, трясли там что-то, пан купи, потому что у них там шоковая терапия и так далее было. И сейчас мы едем к этим полякам, пан, дай работу. Едем в Москву, сейчас Украина скоро нас уже обгонит. До чего нас довел один преступник у власти? Как он нас испугал? Нам-то всего надо собраться вместе, хотя бы 200 тысяч человек по всей стране. И тогда эта система рассыплется, как карточный домик. Тогда эти люди в погонах вспомнят тоже, что они дети этой земли, что им еще здесь жить. Есть народ против. И один он ничего не сделает с нами. Помните об этом. Лукашенко должен уйти. Уходи! 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 Уходи!